Добрый вечер. 22 марта в Гагаузии состоятся башканские выборы. Автономия кипит в предвыборной гонке. Именно об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями, господином Корнелом Чуря, экспертом Идис Витору. Добрый вечер. Добрый вечер. И господином Николаем Панфилом, секретарь гражданской коалиции за честные и свободные выборы. Добрый вечер. Наш диалог сегодня пройдет в формате телемоста. Моя коллега Елизавета пригласила кандидатов на пост башкана. Сейчас я им предоставлю слово, затем мы вернемся в нашу студию и обсудим дальше этот вопрос. Здравствуйте, Диана. Я приветствую участников Центральной студии и участников сегодняшней дискуссии. Предлагаю провести наши дебаты в формате диалога. В сегодняшних наших дебатах примут участие в Камрадской студии пока у нас один кандидат. Я его представлю. Илья Ильич Анастасов, независимый кандидат в башканы Гагаузии. И представлю, как у нас будут проходить дебаты. В начале передачи кандидаты представят свои предвыборные программы, затем ответят на вопросы модератора, ну а после мы представим слово кишиневским экспертам, которые выскажутся о том, как проходят выборы в Гагаузии. Во второй части программы представим вашему вниманию видеоопрос наших жителей о том, каким они хотят видеть будущего башкана. В конце программы у кандидата будет возможность обратиться к избирателям с тем, чтобы убедить их голосовать за свою кандидатуру. Диалог будет проводиться в свободной форме, а я как модератор постараюсь регулировать баланс времени между ответами кандидатов. Ну что ж, начнем дискуссию. Я думаю, что наш второй кандидат тоже подойдет, успеет к нашей программе. Ну а сейчас я хочу представить слово Илью Ильичу Анастасову. Илья Ильич, представьте, пожалуйста, ваши основные тезисы. Основные тезисы – это борьба с бедностью, которая очень серьезно наступает к нам, то есть это открытие рабочих мест. Я вижу решение этого вопроса в децентрализации, потому что у нас очень сильно централизовано, и к человеку, который решает эти вопросы, практически почти невозможно достучаться, и он тоже как-то вот закрыт, и он не слышит, не видит этих проблем, которые есть у народа. Мало этого, власть не советуется с людьми, которые изнутри знают вопрос, как нам улучшить инвестиционный климат, как нам открыть эти рабочие места, сделав законодательство и подход к самой этой проблеме одинаково хорошим условием для всех. Потому что у нас очень часто там вот вы инвестируете столько-то и вам освободятся на 5 лет. Хорошо, а те люди, которые уже инвестировали, которые уже у нас работают здесь и которые оказались такими заложниками данной ситуации, а с ними что? Да, вот как вы это видите, немножко раскройте нам эти проблемы. Ну, у нас, допустим, как бы какие-то вот мелочи, да, есть, которые очень серьезно влияют на большое дело. То есть предприниматель открыл рабочие места, и он стоит в налоговой за очередью за налоговыми накладными строгой отчетностью. Сейчас этот вопрос решается, но не благодаря умению наших чиновников, а благодаря тому, что европейские институты отпускают, вот электронные уже будет у нас накладные, я понимаю. Но даже в этом электронном виде наши нерадивые чиновники могут тоже что-то придумать, какую-то проблему, какой-то тромб опять создать, чтобы опять предприниматель не занимался своим делом, чем он должен заниматься, а прибегал туда, и чиновник будет решать, дать эти накладные, разрешить этот код, дать вам или нет. То есть в любом виде, понимаете, у нас менталитет. У нас сам менталитет, он какой-то несозревший, он мешает очень сильно вообще развитию. А вот главные ваши задачи вот в вашей программе, какие главные основные задачи, как вы их собираетесь решать? Я считаю, что один из самых ущемленных классов у нас это пенсионеры. У нас получается, что даже если мы сегодня откроем рабочие места, эти рабочие места будут для молодых, они не будут для пенсионеров. Поэтому пенсионеры, получается, такой класс, который в любом случае он ущемлен. И опять же из-за менталитета, может быть, это какие-то наши культурные особенности. У нас как-то вот не уважается, не ценится то, что люди... А ведь пенсионеры это та часть населения, которая в этом обществе все построила, в этом обществе все, что связано с культурой даже, с любыми вещами, чтобы... Это все дело их не круг. Это, они молодые были, они все построили. Сегодня они как-то так вот уходят на другой план.
сегодня они у нас не во внимании. Поэтому я думаю, что здесь у нас в Гагаузии можно дать какую-то такую помощь людям в виде того, чтобы какие-то гагаузские надбавки к пенсии. Это возможно у нас в Гагаузии именно? У нас тот бюджет, который сегодня есть, ну, может быть, там можно какие надбавки, но небольшие. А для этого Башкан, будущий, он должен очень хорошо работать с тем, чтобы сюда пришли, открылись рабочие места, инвесторы пришли, чтобы у нас зарплата ежемесячно увеличивалась. Естественно, оттуда увеличивается отчисление в соцфонд, и уже оттуда, естественно, можно уже поднимать сами пенсии. Главное, я хотел бы, чтобы любой, кто придет, следующий наш Башкан, чтобы он этому вопросу уделил хорошее, правильное внимание. Вот если вы, наши пенсионеры. Если вы придете, будете Башканом, как вы будете уделять? Если я приду, я думаю, что я смогу хорошо поработать и до 1000 лей надбавки каждому пенсионеру. То есть это возможно? То есть если пенсионеры вот так слышат на меня как бы, и проголосуют, поддержат, потому что все зависит от избирателя. Я вот сегодня об этом говорю, если я получу доверие, то вот пришел к власти. Я обещаю, я это сделаю. Но деньги меня интересуют. Где можно взять деньги, чтобы увеличить пенсионерам надбавки? Я говорил о децентрализации. Дело в том, что, на мой взгляд, насколько вот мы считали, у нас нет чувства справедливости о том, что мы имеем справедливые отношения с центральными властями. То есть мы хотели бы, чтобы на самом деле произошла децентрализация. И чтобы регион, который развивается, чтобы он тот результат своей работы и имел. Если село сегодня не имеет права на это, на то, и к нему не приходит честный бюджет, который должен прийти к этому селу, причем децентрализация я рассматриваю как вот взяли, сделали комиссии, посчитали, пришли и дали полномочия. Когда есть у людей полномочия, они уже видят результат своей работы. Хорошо работают, значит в этом селе и рабочие места открываются, и увеличиваются, и всевозможные структуры появляются. То есть человека, плохой примар, значит его надо снять и выбрать нового. То есть децентрализация дает возможность увидеть, а сейчас в данном моменте вы можете работать как хотите, вашего результата труда не видно, потому что кто-то из какого-то чиновника где-то там находится, кто решает этот вопрос, и он не знает об этих проблемах даже. И вот она вот так вот застой, и у нас уже этого застоя уже 30 лет. И посмотрите, что у нас развивается. У нас количество ГАИ увеличивается. Абсолютно не подтверждено того, что сколько ГАИ нам нужно на дорогах. Вы посмотрите, что происходит. Это дополнительно еще как бы налоговое. Дополнительно портит людям мораль на дороге. То есть, если вас гаишник остановил, вы уже ждете неприятности. Психология людей так устроена. Я ездил по другим странам, там все работает по-другому. Гаишник с машиной имеет свой квадрат. Он там помощник водителям, его водители его там уважают, потому что машина поломалась, он помогает этой машине. Появился какой-то нарушитель, он занимается только нарушителем. А я часто еду вот в Кишинев и только и видишь, что тот водитель, который работает, вот того и больше останавливает. Вот микроавтобус едет с грузом каким-то, все, вот это уже там надо остановить. Надо остановить обязательно. И Хорошо. сколько раз обещали, что все, больше не будут останавливать, если нет нарушений, не будут останавливать. И все равно приходит к тому, что... Поэтому в этом деле надо разобраться, почему это должно иметь место в нашем обществе. Вот вы немного говорили о том, что должны быть какие-то отношения Гагаузии и центральной власти. Да? Вот ваше видение, какими они должны быть? Как Башкан Гагаузии должен строить отношения с центральными властями? Это самые основные отношения, потому что я сказал бы, что без этих отношений у нас ничего не будет двигаться. К сожалению, мы имели нехороший опыт каких-то вот последних лет, потому что у нас какой-то вот такой вот конфликтная какая-то вот ситуация постоянно. И я имею в виду вот эти вот выпады от нашего Башкана в сторону властей, что вот ОПГ. Ну, если мы называем ОПГ, то какие вопросы, как мы сможем решать? Конечно же, вопросы надо решать за столом переговоров. Надо применить дипломатию, надо вспомнить какие-то наши старые методы. Может быть, надо пригласить людей на ужин. Может быть, надо сделать какое-то такое, вот что-то интересное такое, чтобы то, что сближает, то, что сдруживает людей. У меня как бы вот пример есть такой, что вот когда я вот телевидение организовывал, тогда можно было, это 90-е годы, можно было взять 2 ОМОНовца из батальона Буджак, поехать на релейку,
и выйти в эфир без никаких разрешений. Ну, Я то и тогда, в старое время... я добился того, что я ездил в Кишинев и убедил тогдашнего министра в том, что это нужно разрешать, и я получил законный выход в эфир. То есть я и тогда не нарушил, потому что это не нужно. Если вы умеете работать, вы сделаете в этих условиях максимально то, что можно сделать. Вот многие отмечают важность и приоритетность сельского хозяйства в автономии. Есть ли у вас какие-то конкретные предложения о том, как улучшить экономику в области сельского хозяйства? В области сельского хозяйства это наиболее вообще та интересная тема для нас, потому что у нас промышленности нету. У нас таких, ну, это люди, это специалисты. Я пробовал что-то такое из промышленности делать, я привозил там такие оборудования, все. Она у нас не идет здесь, потому что, да, вы правы, у нас сельскохозяйственное направление, но я стою на том, чтобы разные способы вести сельское хозяйство были, чтобы были и коллективные хозяйства, то, что было ну, так родное и так знакомо нашему избирателю, вот, наши колхозы. Почему бы они не имели бы права где-то, вот, где если люди добровольно собираются, и вот они могли бы. А государство могло бы брать что-то, хорошие примеры с этого и с этого. Потому что вот сегодня у нас частное производство, и, к сожалению, мы не увидели особых успехов, у нас зарплаты не повысились, мы не видим особых успехов. Я не хочу сказать, уверять вас в том, что коллективное хозяйство может тоже поднять. Я все-таки вернусь к тому, что надо создать такие условия, чтобы любой предприимчивый, любое предприятие, будь оно любой собственности, чтобы она комфортно чувствовала у себя. У нас очень часто чиновники только до того и догадываются, что нужно повысить налоги, что нужно добавить еще налоги, что нужно вот здесь вот в этом моменте, куда человек никуда не денется, вот в этом месте еще какие-то налоги. Да. Только до этого и догадываются. А ведь если вы на рынке находитесь и продаете какой-то товар, то вы можете больше собрать на рынке денег, если вы поставите на свой товар дешевле цену. У нас есть такие примеры уже. Уменьшали налог и получали в бюджет больше денег. Я не понимаю, почему в Кишиневе вот у нас, потому что все равно мы подчиняемся как Кишиневу. И у нас тут на месте, да и местные чиновники, в принципе, не выделяют особо этому внимания. Нужно сделать так, чтобы человеку было не больно платить эти налоги. Потому что вы посмотрите вокруг, что у нас творится. Мы в полном застое. Мы себя там как-то так ощущали нацией такой развитой. А вы посмотрите, что сделала Турция за последнее время. Какой она скачок сделала. И вот мы беседовали с одним из человек, который знает немножко устройство, у них там порядок, у них не меняют эти налоговые законодательства каждый день. У нас нужно такого дорогого бухгалтера держать, чтобы остаться на плаву, что уже бухгалтер получает больше денег, чем платится в бюджет. То есть до маразма дошли уже. Пожалуйста, надо их снизить. Надо их снизить, сделать так, чтобы людям комфортно было платить эти налоги, и чтобы не нужно было держать дорогу, чтобы это было очень просто. Почему не сделать это очень просто? А вот есть ли в ваших программах решение вопроса с трудовой миграцией? Вот это больная тема сегодня для Гагаузии. Люди уезжают на заработки. Как их остановить? Остановить их, это в силах Башкана? Я думаю, что будущий Башкан сможет только приостановить. Остановить невозможно будет, потому что те люди, которые уже решились на миграцию, они уже не поверят в то, что у нас здесь государство, бизнес будет честно все. То есть они уже не поверят, они уже решили, они уже уезжают, поэтому надо каким-то образом приостановить ее. Очень много есть вариантов, как это сделать. Поэтому я себя позиционирую как человек, который 30 лет в бизнесе, который открывал рабочие места, и я видел, как чиновники из-за своего неумения сидят на этом суке, и тот же сучок его и режут, понимаете? И я видел, как чиновники их закрывают. И все равно им абсолютно. У них есть каста, вот этот предприниматель может зайти к ним, а вон тот нет. И их не интересует, их просто не интересует. Они вот в теплое место попали, все, им этого достаточно. Спасибо вам за ответы на мои вопросы. Сейчас я хочу передать слово центральной студии, послушаем экспертов, ну а потом мы продолжим дискуссию в Камрадской студии. Диана, передаем вам слово. Спасибо, Елизавета. Ну что ж, такой состоялся разговор в Камрате. Я у вас хочу спросить, как, по вашему мнению, проходит предвыборная кампания в Гагаузии? Ну, если позволите, я
был несколько раз в последнее время в Гагаузии, наблюдал за процессами. Мы сами участвовали в некоторой такой мягкой агитации, в том плане, что призывали людей участвовать в этих выборах, чтобы изъявлять давать свой голос в пользу какого-то кандидата. Конечно, у нас не было никаких таких особых политических пристрастий, мы просто наблюдали за этим процессом. Должен вам сказать, и также мы были и на парламентских выборах, были в Гагаузии. Ну, сейчас интерес повышен к автономии. Мне все-таки кажется, что избирательная кампания по выбору Башкана, она менее активна, чем парламентские выборы, что для меня немножко удивительно, так как все-таки интерес к, ну, скажем так, местным, локальным выборам у гагаузов, с моей точки зрения, должен был быть повыше. Нельзя сказать, что интереса нету, но все-таки к парламентским выборам ажиотаж был сильнее. В принципе, это радует, это означает, что гагаузов интересует не только вопросы региона, не только проблемы автономии, но и проблемы всей страны. Но, с другой стороны, хочется, чтобы все-таки интерес к выборам Башкана был все-таки повыше. Ну, люди, которые зовут для того, чтобы наблюдать и слушать политиков, они вот говорили, что встречались максимум с 2-3 кандидатами, не со всеми. То есть не все кандидаты еще успели появиться перед избирателями и провести какую-то агитационную кампанию. Так же, как и на нашей передаче, не все кандидаты соглашаются. Да, и приходят. То есть в этом смысле такое складывается ощущение, что не у всех кандидатов есть серьезные намерения выиграть эти выборы. Некоторые кандидаты, скорее всего, являются спойлерами, но такой феномен существует и в политике, и на национальном уровне. Ну, уже 2 кандидата как бы сошли с дистанции. И все-таки процесс идет. Хочется, чтобы он прошел по всем демократическим правилам, соблюдались бы все демократические процедуры. Так, в принципе, и происходит. Да, еще такое личное замечание, об этом говорили и европейские чиновники, находящиеся в Молдове. Все-таки, как мне кажется, немножко смещены акценты, все-таки чересчур много внимания к проблеме внешней политики. Там, с кем мы дружим, на кого ориентируемся, кто нам помогает. Это, конечно, важно, и я понимаю, для Гагаузии это очень такой важный вопрос. Но в то же время мне понравилось, что вот кандидат в студии много говорил о внутренних проблемах, о том, как нужно решать проблемы в самой автономии, не ориентируясь особо на внешнего партнера. Потому что наши внешние партнеры, они как-то решат свои проблемы между собой, а нам все равно придется здесь, в Молдове, решать наши проблемы с их помощью, но чаще всего самостоятельно. Поэтому такое желание все-таки есть, чтобы был повышенный интерес к внутренним проблемам и к тем решениям, которые кандидаты могут найти для разрешения этих проблем. Какие нарушения выявили более такие важные? Да, даже Промалекс более внимательно относится к нарушениям. Я бы не говорил о нарушениях, а, скажем так, о некоторых расхождениях в цифрах. Вот уже говорилось о том, что количество участвующих на этих выборах вызывает определенные сомнения. Все-таки сомнительные данные, которые используются. Но в то же время есть возможность использовать дополнительные списки, поэтому, в принципе, эту проблему можно разрешить, потому что те люди, которые не занесены в регистры, могут воспользоваться правом голосования при помощи включения в дополнительные списки. Поэтому эта проблема, скажем так, может решиться довольно таки легко. Конечно, было выступление господина Филата, который так на уровне макро высказывал претензии по поводу серьезного вмешательства России в этот избирательный процесс.
Ну, определенное вмешательство, оно, конечно, может быть замечено со стороны, особенно Кишинева, когда мы так наблюдаем извне. Но в то же время нужно признать, что сегодняшний электоральный процесс и на местном уровне, и на национальном уровне, он всегда в какой-то степени, в той или иной степени находится под влиянием внешних сил. То есть и Россия, и Евросоюз, и другие западные страны, и Румыния в той или иной степени влияют на электоральные процессы. Мы должны к этому все-таки привыкнуть. Мы не сможем полностью заблокировать эти влияния, поэтому эти влияния нужно их как-то, если не блокировать, то как-то на эти влияния более толерантно смотреть. Конечно, есть определенные действия, которые могут вызывать возмущение со стороны политиков, но, как мне кажется, в данной избирательной гонке все находится в рамках приличия. А как вы оцениваете то, что общественность Гагаузии призывает власти страны не вмешиваться в избирательный процесс автономии? То есть не критиковать эту поддержку со стороны России? Ну, понятно, ведь тут существует противоречие, скажем так, между центром, как у нас говорят, и территорией, то есть с точки зрения Гагаузии вопрос евроинтеграции не является приоритетным, с точки зрения Кишинева он является важным. То есть здесь существует такой, скажем так, латентный конфликт, которому не нужно дать разрастаться, и поэтому, но определенные противоречия, они, конечно, видны. Ну, я думаю, и Кишинев имеет право как-то возмутиться по этому поводу. Все-таки Кишинев столица, но в то же время и Камрад имеет право защищать свою точку зрения в этом вопросе. Камрад — это все-таки политическая автономия, и они имеют право на собственное видение, которое нужно как-то интегрировать в общую государственную политику путем переговоров, путем нахождения взаимных компромиссов. Господин Панфил, ваше мнение, как проходит предвыборная гонка в Гагаузии? Ну, в прошлый раз, когда я был на передаче, мы говорили о том, или немножко так похвалили, что так много кандидатов, что это, наверное, какой-то признак и так далее. Отчасти я тоже согласен с тем, что говорит господин Чуря, потому что видим, что уже два кандидата сняли свои кандидатуры. Неизвестно, сколько еще останутся до конца. И с моей точки зрения это немножко может запутать избирателей. Поэтому вот такие технологии, если они будут массово применяться, то это не самым лучшим образом будет влиять на информирование граждан, скажем так. С другой стороны, мы видим, опять я могу сравнивать с предыдущей передачей, было 3 кандидата, сейчас только 1 кандидат. Надеемся, я надеюсь, что это не сигнал, что сами кандидаты не заинтересованы в том, чтобы их месседжи доходили до избирателей, потому что это хороший, колоссальный ресурс, хорошая возможность, которая у них есть, телевидение, что можно успеть за один день встретиться со сколькими людьми будешь встречаться. А телевидение — это, конечно, хорошая возможность. Ну, мало времени еще осталось до выборов, поэтому я не знаю, что еще можно сделать. И я так понимаю, в нашем разговоре сейчас в паузе тенденция или атмосфера такая, что не очень они активно, кандидаты идут на эти дебаты, не очень активно участвуют. Может быть и потому, что в принципе я бы не хотел сказать, какие там шансы у такого или такого кандидата, но, наверное, большинство там общества определилось с выбором. Да, наверное, вот это может быть одним из объяснений. Я бы хотел обратить внимание и на работу наших коллег в регионе, которые занимаются наблюдением за выбором. Это ассоциация Пилигрим Демо, которые являются членами коалиции за честные и свободные выборы. Да, я специально взял их отчет, чтобы поделиться некоторыми деталями из их отчета. И я думаю, здесь есть пару моментов, о которых
Да, мы в общем можем говорить, что выборы вроде бы проходят нормально, все такое, но есть в том числе на законодательном уровне несколько моментов, которые различаются. И я не буду входить в детали. Конечно, мне бы было более приятно, чтобы наши коллеги, собственно, имели возможность и там в регионе представить свой отчет. Может быть, это, кстати, пробудит наших коллег в студию в Камрате, чтобы пригласить Пилигрим Дема, дать побольше деталей. Но я на что хочу обратить внимание. И да, действительно, есть автономия, есть Республика Молдова в целом, и Республика Молдова как субъект международного права, скажем так, отвечает за то, как оно проводит выборы на своей территории, да? Являются ли эти выборы согласно международными стандартами и так далее, в том числе местные выборы, в том числе выборы в Гагаузии. И если мы имеем в законодательстве Гагаузии какие-то пробелы, какие-то моменты, которые не разрешаются уже несколько лет подряд. Я знаю, что есть инициативы в регионе, которые остаются без ничего. Была инициатива по созданию кодекса о выборах или закона о выборах, в котором в процессе активно участвовали и гражданское общество из региона. Но, к сожалению, не получилось до конца, вот опять из-за политических интересов в регионе. Было бы хорошо, чтобы вот эти моменты разрешались, потому что они не потому, что идут в первую очередь вразрез с некоторыми из положений кодекса выборов в Молдове, потому что все равно право Гагаузии на то, чтобы организовывать выборы у них, никто не будет отнять. А дело в том, что должны быть соблюдены какие-то стандарты, в том числе национальные стандарты, в том числе международные стандарты по организации выборов. В принципе, я надеюсь, коллеги будут в Гагаузии побольше деталей давать, но здесь можно говорить и о том, как финансируется кампания, и о том, как формируются списки избирателей, к примеру, и о других таких аспектах, о которых мы говорим или уже много чего решали на национальном уровне, а в Гагаузии эти моменты еще остаются неразрешенными. Как вы думаете, какая будет все-таки явка? Я не буду вдаваться в догадки, особенно потому, что на предыдущих выборах я не очень следил за тем, как проходят выборы в Гагаузии, поэтому не буду гадать. Хорошо, давайте перейдем в нашу камрадскую студию. Я хочу напомнить кандидату или кандидатам, если их двое, пусть заденут, я хочу попросить, чтобы они задели вопрос о финансировании партии или кандидата. Елизавета. Я хочу вначале представить еще одного кандидата. К нам подошел Леонид Федорович Добров, независимый кандидат в Башканы Гагаузии. Здравствуйте, Леонид Федорович. Дело в том, что это последняя неделя предвыборной кампании, и наши кандидаты, они участвуют кто на телевидении, кто на радио, поэтому Леонид Федорович опоздал к нам на нашу программу. Леонид Федорович, я вот хочу с вас и начать, продолжить нашу дискуссию. Вот расскажите о ваших тезисах, вашей программы основных. Ну, даже если я их все перечислю, самые главные. Они в сути не изменят. Самое главное — федерализация Молдовы, децентрализация не только власти, но и денег, признание центральными властями Молдовы результатов референдума от 2 февраля 2014 года, где четко прописано, в случае, если Молдова теряет статус независимого государства, Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение. Центральные власти должны признать, что мы, автономия, имеем право иметь свои квоты представительства, как в парламенте, так и в правительстве, что мы имеем право требовать свои 5% от бюджета, общего консолидированного бюджета Молдовы, который составляет 28 миллиардов лей. Из них 5%, хотя бы 1,5 миллиарда, должны быть минимум нашими. Уже не говоря о том, что по нашим подсчетам должно быть 3 миллиарда лей. Фактически сегодня наш бюджет Гагаузии 500 миллионов лей. Этого далеко недостаточно для автономии. Воссоздание действия Гагаузского национального университета с гагаузским языком обучения и с усиленным изучением государственного и английского языков.
Этот университет у нас некогда работал. Потом по вине президента Воронина он не выдал лицензию на деятельность этого университета, и наш университет приостановил свою деятельность. Сейчас острая необходимость воссоздать действие этого университета. В связи с чем? В связи с тем, что в 2010 году чиновники ЮНЕСКО, международной организации, внесли гагаузский язык в реестр исчезающих языков мира. Как вы это видите, восстанавливать университет? Каким образом? Что для этого надо делать? Для этого Башкан что может для этого нужна сделать? политическая воля только одного человека, Башкана Гагаузии. Если будет его политическая воля, университет также будет воссоздан, также будет работать, как и педколледж работает, и Камрадский университет работает, и спортивный лицей у нас работает. Спортивный лицей в год получает 6 миллионов из бюджета. Ничего страшного, если еще 6 миллионов будет добавлено для Гагаузского университета. А ведь автономия у нас создавалась с какой целью? С целью сохранения и развития нашего языка и культуры. Ни один башкан за 20 лет никогда об этом не вспоминал. 8 лет прошедших при Башкане Формазала, я ему буквально каждый квартал писал письма о необходимости воссоздания Гагаузского национального университета. Устно говорил, за 8 лет ни разу он не услышал и не увидел эту национальную проблему. При всей его остроте мышления и красиво говорить на любую тему, не услышать, не увидеть национальную проблему, не делайте ему чести. Как вы думаете, для чего это делалось? С какой целью он не слышал, не видел? Наверное. Ну, наверное, не было личного его интереса. Какой его интерес в Камрадском университете? Кроме как пропиариться с иностранными гражданами один раз там, в месяц на какие-нибудь праздники. Здесь, вероятно, он не видел крайней необходимости пропиариться, хотя напрасно. Любой политический лидер его уровня всегда может пиариться в таких учебных заведениях. Всегда имеет возможность пропиариться. Какие еще проблемы вы видите у нас в Гагаузии, которые необходимо решать будущему Башкану? Мы в свое время, в 1999 году при Башкане Крайторе, а до этого, за 2 года до этого, с примаром Камрата Тавшамджи, мы приняли закон об едином и договорном налоге. По этому закону мы обязали все точки, торговые точки, на тот момент было до 40 квадратных метров, закон сам обязал, они могут работать без кассового аппарата, но от квадратного метра занимаемые будут оплачивать налоги в соответствии с квадратным метром занимаемой торговой площади. До сегодняшнего дня этот закон у нас работает. В Молдове такого закона нету. Мы тогда же впервые в 1999 году ввели у нас на территории Гагаузии патенты. И только в 2003 году Молдова этот закон распространила для всей страны. Спустя 5 лет Молдова ликвидировала, аннулировала патенты. У нас до сих пор работают и патенты, и единый налог, исходя из квадратного метра. То есть, если мы сейчас распространим эту идею на все виды деятельности, не только на торговлю, но на все виды деятельности, части предпринимательства, то мы получим огромнейший эффект именно от того, что мы, во-первых, сможем каждого бизнесмена оставить в покое, чтобы он не вел двойную бухгалтерию. Сегодня не секрет, что каждый бизнесмен ведет двойную. Одну бухгалтерию для себя, другую для отсчета. Это первое. Второе. У нас появляется возможность сократить фискальные органы как минимум на 50%. У нас появляется возможность сократить аппарат государственного управления автономии тоже на 50%, абсолютно без никаких последствий для экономики региона. То есть только этот закон может привлечь наших гагаузов, работающих в России, в Турции, в Италии, он может привлечь их сюда для вложения своих инвестиций, для открытия рабочих мест. Только один этот маленький закон, по которому мы тогда с этим законом, по договорному закону, впервые поработали с родным братом Ильи Ильича Сергея Анастасова на мебельной фабрике. Он вначале имел 15 рабочих мест до включения
с этим законом работает. Как только он включился с этим законом договорном налоге, а закон предусматривает что? Исполком заключает договор с субъектом предпринимательства, что если ты до сих пор платил нам 50 тысяч лей, в следующем году ты обязуешься платить на 20% больше. Исполком обязуется в течение года не посылать к нему проверяющих органов, а тот предприниматель обязуется даже на год вперед оплатить свои налоги. В результате Сергей Анастасов довел количество рабочих мест до 250 человек. Самая большая мебельная фабрика в Молдове сегодня именно в Камрате. Благодаря этому закону, обратите внимание, никто в Молдове не приехал сюда и не поинтересовался, как это с нуля, никогда не было в Камрате мебельной фабрики, и выросла мебельная фабрика, которой нет аналогов в стране. Никто не интересовался. А проблема лежала только в налогообложении. Об этом налоге говорили вы, Илья Ильич, да? Об этом примере. Да, я говорил насчет этого единого. И самое вот, действительно, Илья Федорович обратил внимание, что как можно быть у власти и не поинтересоваться хорошим, удачным примером того, как можно сделать много рабочих мест. Места и бюджет. Пополнить Никто не бюджет. поинтересовался, на самом деле. Скажите мне, пожалуйста, вот эксперты в Центральной студии отмечали, что многие молдавские политики обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в ходе избирательной кампании в Гагаузии. Вот вы как кандидаты, вы чувствуете это вмешательство? И как вы как кандидаты чувствуете себя? Я, например, ощущаю это вмешательство. Ощущаете? Конечно. Каким образом и как? Ваше мнение по этому поводу? Ну вот о том, что, допустим, Ирина Влах встречается, ну, так сказать, на высшем уровне с некоторыми людьми, это ощущает не только я, но и все ощущают, все, кто смотрит телевизор. Но лично я этого не ощутил. Я просто посмотрел по телевизору, прочитал в интернете. Мы приехали 15 представителей всех посольств Евросоюза к нам в Камрат. Встретились с кандидатом в Башкана. Вы принимали участие? Да, я принимал, Илья Ильич принимал. Я тоже принимал. Да. И как бы они приехали нам не для того, чтобы рассказать, какие хорошие условия жизнедеятельности в Евросоюзе, как, если вы следующий Башкан, допустим, поведете направление в сторону Евросоюза, а не в сторону восточного вектора, какие у вас экономические показатели улучшатся, как у вас люди улучшат. Они этого всего не сказали. Они пришли, Топиола всего лишь 5 минут произнес вступительную речь, а потом сказал, а теперь мы вас слушаем, каждый из вас вашу программу. То есть у них задача какая? Послушать нас, потом задать нам, и задавали нам вопросы, как вы относитесь к Евросоюзу, как относятся ваши избиратели к этому. То есть в любом случае это было точно такое же вмешательство, как и со стороны России. И когда я слышу возглас Влада, они как раз и вели. Все их провокационные вопросы строились на том, как вы поведете автономии, если ваши избиратели потребуют или захотят Евросоюз. Все вопросы строились вокруг этого. И когда я слушаю такие недовольства Влада Филата, что он недоволен вмешательством только России, и он не замечает вмешательства со стороны и Евросоюза, я опять задаюсь вопросом о двойных стандартах уже не только Евросоюза, но и руководителей Молдовы. Опять двойные стандарты. Одних видим очень, а на других закрываем глаза и уши. То есть так политика современная не может долго держаться. И мы все кандидаты это замечаем, видим. И если кто-нибудь станет башканом, я думаю, что это аукнется. Держать нас за малолетних детей, где одну информацию он слышал и нам дает, а вторую информацию якобы никогда не было, ну просто несерьезное отношение к нам, просто несерьезно. Илья Ильич, ваше мнение по этому поводу? Ну, мое мнение такое, что один из кандидатов применил знание того, что много людей у нас на референдуме высказались. Да. Я думаю, что здесь просто избиратель должен быть очень внимателен. Потому что все эти красивые билборды уберут,
концерты закончатся, помощь, которую сейчас с таким азартом, даже можно сказать, что оказывается нашему населению, она тоже закончится, и настанут времена, когда все потраченные деньги, человек, который победит, мы сегодня себя не позиционируем, что мы победим на выборах, потому что у меня, например, самый такой вот бюджет, самый маленький, я использую только то, что дано по закону государства бесплатно. И можно сказать, что вот когда вот это пройдет, уже люди потом уже увидят. Дай Боже, чтобы что-то улучшилось. Дай Боже. Но я в речах, я в программах, я не вижу у кандидатов, что они разбираются в том, что нужно делать и как нужно менять это. То есть налицо просто прямая борьба, применение вот всяких таких вот методов. И избиратель может через некоторое время буквально очень серьезно разочароваться в том, что опять ничего не меняется, опять рабочие места не открываются. Поэтому вот, Но однажды это было в парламентские это уже выборы. много раз было. Уже прошли? По этому поводу сегодня был анекдот, мне сказали на базаре, что если никто из избирателей не проголосует за Ирину Влах и Николая Дудогла, то они все равно выйдут во второй тур. И если все избиратели проголосуют за Доброва и Анастасова, вы все равно будете последними. А анекдот имеет право на существование. А скажите, Леонид Федорович, а вот ваше мнение о том, вот будущий Башкан как должен строить свои отношения с центром, с Кишиневым? Будем говорить уже внутри государства. Я не знаю, эксперты, наверное, моложе нас по возрасту, и они не помнят ситуации 90-х годов, когда у нас Гагаузская республика была самопровозглашенная. Наверняка знают. Наподобие сегодняшнего Приднестровского. Я тогда был мэром Башканом Камрата, в 92 году я был Башканом Камрата. Так мэра назвали. Нет, да, мэра назвали Башкан Камрата, когда меня избирали председателем горисполкома, я попросил депутатов горсовета, чтобы они переголосовали и изменить название председателя горсовета на Башкана Камрата. Почему? Потому что за год до этого мы с Таушемджи предложили проект автономное территориальное образование Гагаузии в составе Молдовы при имеющемся независимой Гагаузской республике. И вот мы оказались как бы в оппозиции лидерам нашей Гагаузской республики. И вот когда надо было в 1991 году, мы утвердили самостоятельный Гагаузский национальный университет. В 1991 году начало функционировать 11 февраля. Проходит полгода, деньги, которые мы собрали народа, иссякают. Что делать дальше? Мы с Тавшемджи ведем дипломатическую работу. Заходим к Снегуру, говорим: Мирча Иванович, понимаете, хотя Гагаузская республика не утвержденная, так сказать, есть проблемы, но если вы признаете наш университет, возьмете на баланс Молдовы, то мы вам гарантируем, что потеплеет наши отношения. Снегур тоже понял, лично участвовал в заседании правительства Сангели, лично надавил на Сангели, чтобы они взяли на баланс наш Гагаузский национальный университет, что и было сделано 1 августа. Переименовали Камрадский университет. Это была первая наша дипломатическая миссия. Вторая, когда мы предложили Ставшемджи проект автономного территориального образования Гагаузии, целых 4 года мы числились здесь предателями и провокаторами, потому что мы имели независимость, как Приднестровье, а мы предлагаем в составе Молдовы. Что мы делаем дальше? Опять же, каждые 3 месяца встречаемся с Снегуром и пытаемся ему донести информацию, что было бы неплохо, чтобы он вышел с инициативой парламент Молдова о признании гагаузской автономии в составе Молдовы. Он долго размышлял и в конце концов пришел к этому мнению. Была создана согласительная комиссия между парламентом Молдовы и непризнанным парламентом Гагаузской республики. И эта согласительная комиссия создала этот закон, потом утвердила в 1994 году. То есть наша дипломатическая миссия и тогда сработала. Сейчас, когда Снегур приезжает сюда в Камрад на всякие празднования, мы с ним фотографируемся, встречаемся вместе. Я для чего это говорю сейчас? 3 года минуло с момента, как уважаемый президент страны Николай Тимофти был избран президентом. За 3 года он ни разу не посетил Гагаузию, но зато достаточно смог выехать в Турцию, пожаловаться на гагаузов, что они не хотят Евросоюз и якобы не учат родной и государственный язык. И в Румынии пожаловался и так далее. Я, будучи избранным, предполагаем, Башканом, первая моя миссия будет как члена правительства. Я возьму бутылку коньяка,
постучу в дверь президенту, я думаю, члену правительства, он хотя бы откроет дверь. Сяду рядом с ним и скажу: господин президент, ну понимаете, есть государственные отношения, держать на расстоянии, а есть человеческие. Можем по 50 грамм для знакомства выпить? Можем. А теперь можем мы съездить с вами, я вам покажу Камрад. Вы, наверное, лет 20 не были в Камраде. Вы увидите, как он изменился. Может, поговорим там с кем-то. Если это не произойдет, следующий Башкан не сделает такой шаг, я вам скажу, еще больше ухудшатся наши отношения с центром. Нам в свете украинских событий нет никакой необходимости натягивать дальше эти отношения. Нет необходимости. Нам наоборот. Мы тогда предложили проект автономного территориального образования, и Кишинев утвердил. Не международники предложили, мы предложили Камрад. Мы сейчас можем опять инициативу предложить Кишиневу для улучшения наших отношений. И почему я в своей программе первым пунктом поставил федерализация Молдовы, децентрализация не только власти, но и денег. Это для того, чтобы привлечь наших собратьев из Приднестровья. Я уверен, что они тоже устали жить в самопровозглашенной республике. Им кто-то должен помочь. Я обязуюсь помочь. Спасибо. Сейчас я хочу попросить в центральную студию включить опрос наших жителей, чтобы мы вместе с телезрителями посмотрели, и вы потом прокомментируете, вот каким хотят видеть наши жители будущего Башкана. От будущего Башкана что прежде всего ожидать надо? Чтобы он заботился о наших бабушках, дедушках. Чтобы было лечение недорого, чтобы жили люди и не страдали. Кандидатов, которые будущими башканами будут, которые должны отвечать за свои слова и за свои обещания. А работы фактически не осталось. Мы как бы не удел, а как бы хотелось, что мы грамотные специалисты. Вот. И получается, что уходим куда-то, где-то на стороне работаем, вместо того, чтобы тут, на своей родине. Ну, Башкан, что думал о людей. Самое главное, что молодежь не уезжала от нас, потому что мы остаемся без молодежи. А молодежь – наша будущее Гагаузия. Что они обещают, это выполнили хоть бы немного. Может, все сразу не могут, но хоть немножко, чтобы обратили внимание за свои слова, дали отчеты людям. Спасибо. Скажите, вот как вы прокомментируете желание наших избирателей, ваших избирателей, наших жителей? Желания у них самые, что они есть земные. Да. Люди давно ждут вот этих вот улучшений. Со времен 90-х годов, когда я боролся за Грузию, Леонид Федорович, он еще больше в этом деле преуспел. И люди ждут от этого всего каких-то улучшений в жизни, чтобы они почувствовали, что да, действительно вот произошло то, что сейчас вот нам более комфортно и более легче. Поэтому я, обращаясь вот к своим избирателям, я обещаю, что пенсионерам это первая задача, которую должен... Вот этот класс, он самый такой ущемленный. Я чуть раньше говорил об этом. Поэтому нужно обязательно Башкану поработать, изыскать средства и от... я не знаю, там от 150-200 лей до 1000 лей какие-то допоплаты дать каждому пенсионеру, независимо даже от того, сколько он там лет нашел бумаги и подтвердил, что он работает. Потому что очень часто даже бумаги пропадают и люди страдают. А медицина, ну конечно же, медицина именно вот пенсионерам, она необходима, потому что уже в этом возрасте люди болеют. Очень правильно вот избиратель сказал. А наши рабочие места, ну конечно рабочие места, потому что от них все начинает дальше уже благосостояние нашего общества. Поэтому я, как имею 25 лет опыта в бизнесе и изнутри знаю эту проблему, я в случае избрания обещаю, что я использую все свои знания для того, чтобы сделать такую ситуацию, чтобы инвесторы сюда приходили, потому что местному бизнесу здесь комфортно, хорошо. От этого начинаются инвестиции. А вот отчитываться Башкан сколько раз должен перед избирателями? Один раз в 4 года или? У нас и отчеты у Башканов было, но толку как бы с этого не было. Поэтому, наверное, нужно создать какую-то комиссию при вот как-то вот что-то такое. Но у нас и это тоже есть.
Я думаю, что все-таки людям должно повести с Башканом. Нужно выбрать Башкана, который будет честен и будет любить свой народ и будет. Потому что можно создать и комиссии, и все равно оно не работает. Потому что цели, если пришел Башкан, и цели у него другие какие-то, все, уже будет много красивых слов, много говорильных, а дела не будет. Поэтому просим избирателей, чтобы они посмотрели еще раз внимательнее, не делали как бы выводы, что вот те нам помогли, а вот те нам концерт дали, эти нам вот это сделали, то сделали. Будущие 4 года можно очень серьезно поменять ситуацию, повернуть ее лицом к людям. Потому что мы честно скажем, что да, у нас есть и кандидаты в Башканы, которые у власти были, да, а есть, которые много сделали, что-то там вот старались что-то сделать, все. Но все равно ситуация по большому счету очень плачевна у нас. Поэтому просим избирателей внимательно обратить внимание на кандидатов. Выберите тех, которые честно делали эту кампанию, которые вас не покупали. Леонид Федорович, ваше мнение? Сейчас последние несколько месяцев раскручивается очень интересная мысль, которая связана с тем, что простые люди говорят, где деньги? Деньги где? А деньги, оказывается, украли. $1 миллиард украли. И все знают, никто не сидит в тюрьме. Человек мешок картошки где-то случайно, только из необходимости кушать хочется, где-то взял, его на 3 года посадили. $1 миллиард украли. У кого украли? У этих людей, которые только что говорили. Эти люди даже не интересуются, что кто-то украл $1 миллиард. Но если все интересовались, не то что они в тюрьмах сидели, я не знаю даже, что могло быть. Люди действительно, эти воры в законе, они должны благодарить этих простых людей, что они не увлекаются так активно политикой, как это делаем мы. А их большинство вот так страдают, у них им не доплачивают пенсии, их постоянно обманывают на пособиях и так далее. Деньги, $1 миллиард украсть и держать в такой нищете этих простых людей. Вопрос. У нас же куратор есть. Мы же в ассоциацию заключили с Евросоюзом. Сейчас хотят запустить, чтобы ассоциация уже работала. Кураторы, имеем крыши над нами. То есть Евросоюз, где еврокомиссары? Вы что, не слышали про украденный $1 миллиард? Я на ГРТ по телевидению спросил этот вопрос у бывшего депутата парламента Молдовы Александра Дмитриевича Стояногла, и он, представьте себе, в прямом эфире заявил, что он не слышал даже о таком краже. Если он председатель, экс-председатель комиссии по законности и правопорядку, не слышал об этом, о чем Вячеслав Иваница уже больше года говорит об этом, кричит об этом и рискует, так сказать, а Александр Стояногла не слышал, значит, все остальные наподобие Александра Стояногла, которые управляют сегодня Молдову, они тоже не слышали и даже не видели. А эти люди ощущают эту кражу. Они не знают, что $1 миллиард украли, но они знают, что им что-то не дают, что-то нечестно. Поэтому следующий Башкан, как сказал Илья Ильич, я его поддерживаю, народы должно повести. В любом футболе сила, тактика, красота команда играет, но везение тоже играет. Нам не везло 20 лет. И дай Бог, чтобы сейчас повезло этому простому народу, чтобы избрали хотя бы того Башкана, вне зависимости, кто его поддерживает. Ну, чтобы этот Башкан подумал и о простых людях. Как раз от людей и зависит, они же избиратели. Да. Кто будет у нас с Башканом. Ну, а сейчас я хочу предложить по 1 минуте, чтобы вы обратились к вашим избирателям и уже передадим слово центральной студии для экспертов. Илья Ильич, ваше обращение к избирателям. Я обращаюсь к избирателям, прошу вас, чтобы вы вышли на выборы. Выборы у нас это очень важный момент, и поэтому вы все-таки выйдете на выборы и вы скажите ваше мнение. И, как сейчас вот говорила ведущая, все зависит от вас. Как только вы еще раз делаете ошибку, то в следующие 4 года придется терпеть вот это все. Опять же, ничего не меняется, ничего не... Поэтому не делайте ошибок. Очень хорошо подумайте. Проголосуйте. Потому что вот я специально делал такую честную кампанию, чтобы показать, что не надо подкупать избирателей. Они все-таки, скорее всего, созрели уже для того, чтобы избрать
другого плана людей уже. Вы знаете, кто мы, как и что мы делали. Вы знаете, что такие люди будут полезны. Мы не какие-то там люди, которые там какие-то там непонятные вещи. Мы ждали, столько лет ждали, что вот повезет нам с Башканом. И я лично выставил сейчас свою кандидатуру и честно вел эти выборы для того, чтобы дать шанс вам, избирателям, избрать нужного кандидата, для того, чтобы поменять все это к лучшему. Спасибо. Леонид Федорович, ваше обращение. Уважаемые избиратели, представьте себе, что президентом Молдовы баллотируется 6 кандидатов, которые постоянно проживают в Бухаресте, или в Варшаве, или в Нью-Йорке. Мы имеем с вами именно этот случай. 6 кандидатов, которые приехали из Кишинева, постоянно проживают в Кишиневе, в Москве. Там их семьи, дети ходят в местные школы, колледжи, университеты. Они там оплачивают коммунальные услуги. Они там имеют огромный свой бизнес. И они оттуда, из столиц мира, один раз в 4 года приезжают сюда на 1 месяц, вешают огромные свои портреты, подкупают вас мешком картошки. Для чего? Для того, чтобы купить ваши голоса, чтобы вас обмануть, чтобы повесить лапшу вам на уши. Они говорят, что они умнее и красивее тех, которые постоянно живут здесь. Пожалуйста, я уверен, что вы верите им. Это ваша воля им верить. Я знаю, что вы за них еще и проголосуете. Это тоже ваша воля. Но после выбора, пожалуйста, когда будем встречаться на улице, не жалуйтесь мне в жилетку, что у нас ничего не изменилось. А так я призываю всех, хотя бы выйдите на выборы. Спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что в Камрадской студии участие приняли Леонид Федорович Добров и Илья Ильич Анастасов. Это независимые кандидаты в Башканы от ООО «Гагаузия». Мы с вами прощаемся. Передаем слово центральной студии. Диана, вам слово. Спасибо, Елизавета. Ну что, спасибо вашим гостям, вашим кандидатам. Я также хочу поблагодарить гостей в центральной студии. С нами сегодня был господин Корнел Чуря, эксперт ИДИС Виитору, и господин Николай Панфил, секретарь гражданской коалиции за честные и свободные выборы. Благодарю вас за участие в нашей программе. Вас благодарю за внимание. С вами была Диана Мемец. Всего доброго.